Как я помню, у меня же отец-то глухонемой, а мама слышащая. Можете представить такую семью? И она еще вот временами пела, моя мама. Это мне так нравилось, впечатляюще было. Видимо, на меня это так повлияло. Да еще и голос там был немножечко. И вот я начала потихонечку петь. Петь во дворе, петь в поле, где попало, на сцене в деревне. Вот так я потихонечку себя как-то воспитывала, получается, чтобы я поступила в музыкальное училище. Меня взяли кандидатом. То есть не хотели брать. Ну, я плакала, конечно, рыдала, стипендии не было, но взяли. Ну, так, что-нибудь, может, получится. Но я так старалась. Боже мой, в 5 утра вставала уборщицей в училище. 5 утра до 9 убиралась, потом целый день училась, а потом опять убиралась до 10. И вот так я, таким образом, с моим старанием, таким трудолюбием, я закончила это музыкальное училище даже с отличием. Но мне дали внеконкурсное направление в Москву, в Гнесиных. Я приехала, поступила. Ну вот можете представить, вот ни одной копейки денег нет, ни одной. Думала, нет, не пойду я никуда учиться, даже в Москву. Буду работать. Пошла в филармонию, в ансамбль «Шевал». И там я начала петь. И вот там я соприкоснулась со зрителями нашими чувашскими, татарскими. Я везде объездила уже в свои 20-21 год. Я сумела объездить всю республику. Почти 2 раза уже объездила. Так встречали. Ну, молоденькая девочка, голосистая, интересная была, наверное. Вот принял меня народ. Мне нравилось. Так получилось, я на гастролях познакомилась со своим мужем. Он у меня армянин. Вот как-то мы вот так вот встретились, и за 3 дня так поженились. У нас как в сказке. У нас родился мальчик. Он учился в академии сельского хозяйства, вот в институте тогда сельского хозяйства. И поэтому мне говорит: я учусь, а ты что не учишься? Я говорю: а что, разрешаешь? А как с ребенком быть? Ничего, мама поможет. Вот я поехала в Саратов. И вот начала учиться, и на 4 курсе я прослушивалась сюда в театр. Спасибо Шалве Мигралишвили, который тогда художественным руководителем был. И вот взяли, и я начала работать в театре. Вот 32 года, как я работаю здесь. Вот. А вот самые запоминающиеся ваши роли, которые прям нравились? Ой, их много. Татьяна в «Онегине», Маргарита в «Фаусте». Вот, кстати, вот сейчас международный фестиваль. Хочу сказать, что Максим Михайлов – это всегда был моим другом и нашим другом. И он приезжал, он пел все время Мефистофеля, я пела Маргариту. Мы всегда в дружбе, всегда вот как-то у нас все хорошо складывалось. Мы пели с приезжими, солистами Большого театра. Ой, это так интересно. Не только Большого, но и с иностранцами. Их так много было. И дирижеры были, и турецкие, и французские. Со многими. Ну вот самое лучшее время – это вот фестивали, воспоминания самые приятные. Но я в большинстве случаев я пела Маргариту в «Фаусте». Все время это мне приходилось петь с Максимом. Вот. К сожалению, его не стало. Мы его, конечно, будем помнить. Хороший был человек, приятный. Как хорошо есть у нас театр. И пусть, если какие-то новшества придут к нам, пусть это не будет дикостью, потому что они нужны.
Все время это обмен. Молодые, вот это все время, эта крутка, она должна быть в театре. А то театр становится успехов всем.